Ну что ж, друзья, у нас очередной привал. И знаете, по какой причине? Привал по причине того, что у нас есть мнимый пострадавший. Сейчас начнется одно из самых зрелищных, интересных и силовых испытаний. Это транспортировка пострадавшего на самодельных носилках. Каждая команда должна будет сделать из подручного материала что-то вроде волокуш, что-то вроде носилок и транспортировать одного из членов команды, вероятно, самого легкого, на определенное расстояние. Сейчас мы углубимся в лес, чтобы была возможность найти жерди для этих носилок. И этот неожиданный сюрприз объявим, расскажем всем участникам испытаний. Вот следующее испытание. По пути к переправе мы увидели упавшие провода, и сценарий действий у нас будет такой, связанный именно с упавшими проводами. Сейчас мы объявим об этом участникам. Ну что ж, друзья, рады приветствовать вас на очередном из чекпоинтов испытания «Турслет всей семьей». И сейчас нас ждет поистине непростое испытание. Мало того, что оно командное, оно еще и достаточно силовое, сложное в физическом плане. И можно сказать, оно неожиданное, потому что режиссеры, создатели этого цикла передач придумывают всякие разные изощренные испытания, и одно из них будет прямо сейчас. В чем его суть? Допустим, в лесу произошел несчастный случай, не дай бог, конечно, но тем не менее такое вполне возможно. Произошел... Потому что мы видели... Да, действительно, можно споткнуться о провод. Нет, можно... ударило током. Это в худшем варианте, там уже ничем не помочь. Но если человек повредил, допустим, конечность, ногу, голень, то есть возможность его транспортировать. И для того, чтобы его перевести в безопасное место из опасного, нам нужно что, Дмитрий? Носилки. Ага. Ладно, тогда Елизар и Леонид транспортируют вас. Ага. Здесь Короляну со Станислава. Хорошо. Носилки, еще раз, веревки у вас 20 метров, да? 30 метров. Нет, они могут на свое усмотрение использовать все, что у них. Да. Могут вообще ничего не использовать. То есть требований к конструкции носилок, к ограничению по длине веревок, жердей нет никаких. Просто мы не разрешаем вам переносить на руках, на спине. Понятно, да? Вот так вот тащить никак. Нет, должно быть именно транспортировочное средство. Либо носилки, либо... Да, все верно. Мы засекли время. Этот этап, это испытание, надо отметить, было в одном из зимних этапов зимнего сезона, опять-таки. Но тогда транспортировка была гораздо легче, потому что по снегу они тащили людей, но было сложнее, потому что они были в теплых пуховиках, в объемных одеждах. И по колено в снегу, что немаловажно, да. Сейчас одежды минимум, да, лес доступен, не нужно углубляться куда-то по колено, по пояс снег, чтобы добыть себе жерди. Мы дали участникам 20 минут, чтобы они собрали более-менее приличное транспортное средство. Потом по команде не стартанут, как сказал Дмитрий, и определенную дистанцию нужно будет пройти как можно быстрее. В принципе, ничего сложного, если не считая того, что придется с нуля построить носилки или волокуши. Посмотрим, как они с этим справятся. Леня, смотри, вот Хорошо. О, она сухая, хорошо. Уйди оттуда, туда падает.
делаешь тут. Сейчас мы ее будем убирать. Волокуши под действием тяжести, натяжения и под действием того, что она будет двигаться, они будут стремиться вот соединиться, вот эти концы. И если здесь она у вас вот мягко, она просто хоп, человек вывалится. Вот. Поэтому вот здесь должно быть жесткое крепление. Вот. Ну а так обычно в лесу делают так. Здесь по ширине, чтобы можно было контролировать проход по тропе, а сзади узкая. Что это дает нам? Ну, понятно, что она нигде не цепляться не будет. Вот. И второе, здесь, когда мы начинаем, например, есть такие места. Вот. Если в конце вот это будут ножки, да, вы будете идти ровно, а для пострадавшего это будет туда, блин. Вот так оно будет работать. Если же он будет один конец, для пострадавшего все будет вертикально. Потому что вы будете контролировать подъем, где надо, и спуск, где надо. То есть здесь в данном случае вам удобно, пострадавшему неудобно. Сразу скажу. Если вдруг устанем, да, у меня тут есть вот это. Ага. Ну вот, видно. Все, я пошел. А если устанем, что у нас здесь? Сюда подойди, доча. Бегом. Гирь, палку. И идем вот так. То есть контроль ширины тропы у вас есть, если только вот так несете. Если же несете вы один, то контроль ширины тропы у вас не будет. Вы будете цепляться за деревья. Дальше. Вы должны знать, что сосна дерево хрупкое. Тут кроме сосны я... Ну, поэтому, когда вы это изготовили и решили его хвосты оставить так, берутся, если делаем хвосты, то есть на них ползет, да, человек, ну, он скользит, это хорошо, берут несколько и связывают пучком и ложат уже вот на скользящую поверхность. Тогда проще тащить человека. Если вы его подвесите здесь, есть вероятность, что он здесь где-то сломает, просто хрустнет. Смотрите, где широкая часть тела? Наверху или внизу? Наверху широко. Вот, желательно было бы вот эту часть здесь наверху. То есть вы должны были тащить здесь. Голова, плечи здесь, нога там. Тем более, если, например, нога сломана, вот, например, вот левая нога здесь сломана, вы шинировали, вы вот так ногу и укладете, а поднимаете вот за правую ногу. И вот в таком сложном крест-накрестном виде вот так ложите его. То есть узкая сторона была бы здесь, голова там. У вас получится перед ногами и голова... Ну, смотрите, можно попробовать и так. Просто смотрите, вот еще, когда две ножки есть, вон там, они работают вот так. Да, и человек испытывает то сюда перекрут, то сюда самосвалом, его могут скинуть. Тем более здесь узкое место. Вот. Вам, конечно, тащить удобно. Но я бы, например, построил так. Вот здесь связал бы кучкой, а здесь сюда расширил бы треугольничком. Положил бы здесь. Так, тащим к дороге, прямо перпендикулярно, прямо к дороге. Здесь старые провода лежат и поперек дороги прямо лежали. Поэтому сейчас Леонид своим топором перерубил. Кусачек у нас не было. Вот, но, чтобы вы понимали, это старые электрические сети. То есть мы никому связь или еще что-то не оборвали. Все безопасно. Так, мы идем на финиш. Будем встречать наших участников и подбадривать их. Давайте посмотрим,
какая из семей справится лучше. Итак, мы действительно находимся в точке финиша этого непростого испытания. Расстояние, которое нужно преодолеть нашим участникам, ну, едва ли 100 метров. И сейчас будет дан старт, а мы с Русланом будем фиксировать время. Команда Солкиных с поселка Томмот. Готовы? Да, Леонид? конечно. Всегда готов. Елизар, это первое серьезное испытание. До этого были там сруби веточку и так далее. Как? Настроен нормально? Конечно. Нормально, да? Ну что, участники, внимание! На старт! Внимание! Марш! Был дан старт испытанию, время пошло. Первая команда уже вовсю бежит, преодолевая столь нелегкий путь. Это еще происходит в жару. Как мы видим, финиш мы сделаем вот здесь, по линии воды. Тут, где я стою. Итак, внимание, они приближаются. Да, это не просто, это тяжело, это жарко, это мучительно. Единственное, что тут можно позавидовать человеку, который находится в этих волокушах, потому что всего лишь нужно ровно лежать. Итак, они финишируют. Вот здесь вот у нас линия финиша. Несем по последнему. Хоба! Итак, у нас есть время первой команды. Это 38-18. 38 секунд, 18 сотых. Вот мы видим ощущения на лице указаны. Я боялась пошевелиться, кроссовками задевала пол, потому что вес маленько тяжеловат. А в целом, как бы, переживала за мужчин. Так, участники, с нижней точки, этот самый. На старт! Внимание! Марш! Уходит вторая команда. Итак, время пошло. Мы видим, как вторая команда устремилась к финишу. На первый взгляд бегут хорошо, ровно, быстро. Я думаю, что разница во времени составит буквально несколько секунд, если не доли секунд. Но последние метры, когда все уже уставшие, вот это будет решающе. Они еще спрашивают друг у друга, нормально ли все. Это правильно. Тюк, выключил ли ты дома? Еще чуть-чуть вот здесь, ребята, линия финиша. Вот тут вот в тенечке, как только начинается тень. Давайте. Бегом, бегом. Осталось совсем немножко прорваться. Итак. Бежим. Финиш. Итак, вот такое у нас время. Не будем его озвучивать. Посмотрим. Сфокусируемся. 44:60. Это на 6 секунд больше, друзья. Итак, смотрим на ощущения, смотрим на лица прибывших. Все прошло очень хорошо. Когда легче, зимой или летом? Да, очень важный вопрос. Друзья, вы проходили это испытание зимой на зимнем этапе. И теперь хочется спросить, где было сложнее? Тогда зимой по сугробам или сейчас летом по жаре? Что вы скажете на это? По сугробам тяжелее. Здесь чуть полегче немножко. Потому что не мешает зимняя одежда, не нужно бежать по сугробам по колено, да, то есть здесь утоптанная дорога. Ну, вот видите, как здорово. Есть возможность у людей пройти одно и то же испытание и зимой, и летом, в разные времена года, сравнить ощущения, сравнить сложность выполнения. И я считаю, это прекрасный вариант чередовать испытания в зимнее и летнее время года. Супер! Новый бой, новое препятствие. Экраноплан готовят нам, да? Сейчас полетим. Можно я не буду участвовать в этом? Еще не подошли. Товарищи участники, внимание! Рассказываю задание данного этапа. Этап переправа, навесная переправа, это вы должны будете здесь с этого дерева, вон до второго дерева, которое там находится, да? Здесь мы протянули уже судейскую страховку.
вы должны будете протянуть свою собственную веревку и переправиться на ту сторону. Навесная переправа называется. То есть вы натягиваете веревку, потом участник на нее убирается, стягивает центральный карабин, который находится у вас на петле, вот, да, в веревку свою. Вот. Мы судейскую страховку стягиваем вас сами. Настоятельно будем сопровождать вас. Вдруг, ну, что может случиться, чтобы вы не покатились, чтобы вы повисли и так далее, чтобы с вами ничего не случилось. И переходите на ту сторону. Как только последний участник перейдет туда, вы снимаете вашу веревку оттуда, самосбросом. Вот. Для этого здесь вы делаете, вначале, когда здесь крепите веревку свою, завязываете фламандскую петлю, карабин, и этим карабином стягиваете в веревку, так, чтобы здесь она была как удавка. Называется карабинная удавка. В эту карабинную удавку вторым карабином стягиваете, и вторая веревка идет у вас туда. Она не нагружается, лежит на земле, и после того, как у вас пройдет крайний член вашей группы, там развязываете основную веревку, и вот этой веревкой, которая пристегнута к карабинной удавке, просто вытягиваете его себе. Таким образом, здесь вы не оставите свою снаряд. Так, ну сейчас мы с Евгением перейдем на точку финиша. Как бы с той стороны мы смотрели, ну, видно скалы, да, понятно, что высоко, но с той точки кажется, что здесь такой вот, ну, достаточно, вот мы стоим, в принципе, как будто на полянке, да, но... Стоит обратить взор чуть-чуть направо. Стоит посмотреть вон туда, и высота впечатляет. Высота впечатляет, то есть все достаточно серьезно. Поэтому используется обязательно страховочное оборудование. Все участники у нас в полной обвязке со всеми мерами безопасности. Так. И здесь у нас прекрасная локация в тенечке, да, под ветвями раскидистого дерева. Здесь мы видим натянута судейская страховочная веревка. И вот с той стороны будут стартовать участники, которых мы здесь будем принимать и фиксировать время прохождения данного этапа. Итак, мы запустили секундомер, а это значит, что первый участник семьи Филипповых, это папа, приступил к исполнению этого испытания. Насколько мы понимаем, он должен привязать веревку, свою веревку для переправы к тому дереву, прибежать сюда, натянуть ее как следует, чтобы другие члены семьи могли по ней переправиться. Последний участник этого испытания привязывает вытяжную веревку к карабину, и после завершения всеми участниками семьи этого перехода веревочного, веревка вытягивается на этот берег, к этому месту, где мы находимся сейчас, и с этого момента испытание считается законченным. Напоминаю, что время идет, здесь важна каждая секунда, насколько быстро привязать веревку, насколько быстро прибежать сюда, насколько быстро участники прикрепятся к страховочной веревке, к своей основной. Все это будет играть роль. Не знаю, сколько займет времени испытание для каждой семьи, но увидим совсем скоро. Итак, нам остается только ждать, следить и смотреть за этой красотой. Вы контролируете ту веревку, это не надо. Ага, это я. Вон ту веревку. Здесь у нас происходит сейчас фиксация натяжения веревки, собственно, по которой будет происходить переправа. Смотрим внимательно, как это будет сделано. Рюкзак держи. Все, ой, прости. Все, рюкзак пошел. Так, итак, первый груз — это рюкзак, который в качестве теста переправляется через ущелье, проверяет натяжение веревки, ну и, собственно, сами вещи нам нужно тоже переправить. Вот он уже здесь, все отлично, бегунок работает как надо. А потом что? Все, нормально? Карабин? Все, я отпускаю, дочь. Все, тихонько. Ай, крестиком ноги. Так, это все происходит страшно динамично.
Главное не смотреть вниз, как и во многих высотных состязаниях. Так, так, так. Все, коснулась ногами земли. Забегаем дальше. Ко мне. Вот, центральный карабин отстегни. Так, так, так. Важно не потерять время именно на этих секундах перестежки, расстегивания центрального карабина и страховочного. Так, так, так. Главное не запутаться еще в веревках. Смотрите, сколько снаряжения. Цепляем и отправляем бегунок обратно на ту сторону. Вот, теперь все происходит очень быстро, динамично. Сейчас задача Альбины встегнуться вот в рабочий карабин, который вытягивает бегунок. А желтый тогда к себе просто это, да? Что-то надо отвязать. Так надо было подсказать. Сюда. Сюда. Все, перекрепила. И теперь нужно будет тебе Залезть. залезть самой. Ой. Все, фитнес, поехала, Альбина. Так, Нет, это впереди должно быть, да? это впереди. Это впереди. Ага. Да, ус на зеленый. Ага. Как-то так, девять. Муфтуется Альбина. И теперь основное закинуть ноги вот на рабочую, вот сюда, да? И зацепиться. И центральным карабином. Не-не-не, подожди! Она центральным карабином не того! Ты общайся со Стасом. Подожди, пальцы осторожно, Стас! Нет, вот этот бегунок. А, бегунок? Да. Прямо в карабин бегунка, да? Да, вот так вот. Муфтуйся. Не, она не защелкнула еще. Сначала расстегни, теперь муфтуйся. Все, да? Да. Пошла? Давай. Я иду. Подожди. Голову вверх. Стас, подожди. Не торопи. Ай-яй-яй, ждет меня, ждет. Руки отпусти. Ноги, главное, отпустите. Как я, мама, давай-ка. Все. Просто Так, идите, так. получайте удовольствие от Ответственный полета. момент. Сейчас важно вытянуть. Здесь работают у нас оба участника команды. Итак, уже мама приближается к финишу, к тому моменту, где можно наконец-то ногами коснуться земли. Так, все, встаем, бежим. Бегом идем к точке финиша. Центральный карабин. Расцепляем все это дело. Нужно успеть вытянуть еще веревку сюда, на эту сторону. Вот этот бегунок снимите. Он же вам. Так. Отцепиться — это тоже целая Нагрелся? история. Так, все почти Все, теперь готово. вот это. Батя, помоги. У вас готово. Да. Для себя пристегните. Он как только развяжет, вы начнете вот это вытягивать. Это финальный этап снятия веревки для переправы. И желтой веревкой вытягивается карабин. Так, отходим. Да, здесь может быть зона поражения. Стой, еще нет. Подождите, узел, стойте. Узел, подожди. А где он уже? Вот у меня узел. Сейчас папа развяжет узел. Нет, развязать нет? Все, пошла. Все, вытягиваем. Все, убирайте. Так. Все, вот мы видим, как уже уходит. Стой. Так, здесь очень опасное, коварное место, где можно совершенно случайно убежать более чем. Смотрите, слаженная командная работа. Итак, время, которое нам нужно зафиксировать. Это страшно, мы испугались сами. Я бегу, я стою. Итак, внимание. Как только веревка заходит за пределы дерева, останавливаем время. Итак, стоп!
Задание выполнено первой командой. Фиксируем время. Не знаю, пока много это или мало, но такое оно есть. Да, 17:20. Это было зрелищно. Местами это было страшно, когда люди побежали к обрыву. Это, да, был такой всплеск адреналина, но тем не менее мы увидели, как нужно проходить испытания. И сейчас посмотрим, как вторая семья, вторая команда с этим справится. Быстрее или медленнее, покажет время.